Конференция «Новые горизонты. Благотворительность на Северном Кавказе» – это уникальное событие, которое собрало ведущих экспертов, представителей НКО, бизнеса и государства, чтобы найти решение для помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. Основной вопрос конференции – как эффективнее помогать детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, поддерживать семьи в трудной ситуации и развивать инклюзивные проекты. Во второй день конференции специалисты из различных регионов России обсудили такие задачи, как укрепление профессиональных компетенций представителей некоммерческого сектора, повышение уровня взаимодействия между НКО, структурами и бизнесом, создание условий для открытого диалога и совместной работы над решением ключевых вопросов в сфере благотворительности. Исполнительный директор благотворительного фонда «Сабиль» из Татарстана отметил, что обмен опытами и лучшими практиками в реализации социальных инициатив – это самый эффективный способ улучшить деятельность любой организации. Фанис Габидуллин на встрече поделился практиками, которые использует их организация. Это продуктовые развозы для нуждающихся, это помощь в аренде жилья, в лечении, в получении образования. И один из таких тоже проектов – это удочка, когда мы пытаемся вывести из положения нуждающихся семей, которые в ней находятся. На конференции обсуждались вопросы повышения эффективности сбора и повышения распределения средств, прозрачности финансовой деятельности фондов и обеспечения максимальной доступности помощи для нуждающихся. Особое внимание было уделено вопросам психологической поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Эксперты говорили о способах адаптации в обществе и интеграции детей с особенностями развития. Этой теме был посвящен доклад директора Московского благотворительного фонда «Игра» Марии Климашкиной. Мы заботимся не только о здоровье внутренних органов, но еще о том, как дети и их семьи могут быть активными в повседневной жизни и участвовать в привычных и ценных для них мероприятиях, посещать те места, в которых всегда семья хотела бывать. Да? Может быть, для кого-то это путешествие, для кого-то это религиозная жизнь, для кого-то это образование. И сегодня реабилитация она касается абсолютно всех частей жизни, в том числе личностного развития ребенка, даже если это какие-то очень серьезные нарушения. Вторая конференция «Новые горизонты. Благотворительность на Северном Кавказе» началась 21 апреля. Эксперты обсудили также внедрение системных проектов в деятельность благотворительных фондов. Мы обсуждали тему по привлечению ресурсов, самые разные темы, как с помощью грантов привлекать ресурсы в ваш регион, с помощью краудфандинговых платформ, с помощью частных жертвователей и других способов. И был представитель из бизнеса, из финансового дома Хасан, который рассказывал свой опыт и делился своим опытом, как бизнес в Ингушетии участвует в благотворительности, тоже участвует в проектах. И это кажется очень ценно, когда представители благотворительных организаций прямо на конференции могут пообщаться с генеральным директором банка или представителем другого бизнеса и найти партнерские разные взаимоотношения, возможно, какие-то общие проекты создать в будущем. Важной частью конференции стало обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества благотворительных фондов, государственных структур и общественных организаций. Эксперты подчеркнули необходимость объединения усилий для достижения максимального результата в помощи людям с тяжелыми заболеваниями. По итогам конференции мы с оргкомандой будем выявлять самые важные темы, которые прозвучали, и делать выжимки для того, чтобы понимать, насколько это было эффективно, насколько полезно. Кроме того, мы обязательно собираем обратную связь от участников, просим их обязательно оставлять нам отзывы в специальном блокноте после каждой лекции и уже в целом о том, как была организована конференция, для того, чтобы улучшить ее. И в дальнейшем мы понимали, какое должно быть наполнение для того, чтобы действительно было полезно и эффективно. Межрегиональная конференция проходит с раннего утра и до позднего вечера. Для удобства гостей организаторы мероприятия благотворительный фонд КДЛ Ингушетии организовали кофе-брейки и зоны отдыха. Ведущие специалисты России остались под приятным впечатлением как от рабочего процесса, так и от нашего региона. Во-первых, очень живописное, красивое место. Поразило, когда мы сюда приехали, увидели гору, увидели природу, очень приятно. Гостеприимство на высоком уровне. И уровень конференции тоже на высоком уровне, очень много полезной информации, очень много спикеров с большой компетенцией. Много полезного можно у них взять. Все в этом мы записали, зафиксировали, поговорили. Все будем, иншаллах, применять. Хочу отметить, что Северный Кавказ является лидером по проведению вот таких вот форумов и конференций именно для НКО, для благотворительных фондов. И мы стараемся участвовать, несмотря на то, что находимся далеко, в Татарстане, приезжаем сюда для того, чтобы получить, во-первых, знания, очень ценные знания. И сюда приезжают эксперты из Москвы и со всей России. Второе – это возможность пообщаться с коллегами по цеху и найти ответы на те
проблемные вопросы, которые ты не можешь сам решить в процессе своей работы. И третье – это профилактика выгорания. Когда уже руки опускаются, когда уже нет сил работать, ты приезжаешь сюда, видишь горящие глаза своих коллег, получаешь ценные знания, и действительно хочется работать, хочется масштабировать свою благотворительную миссию. Межрегиональная конференция закончится завтра. Она стала важным шагом на пути к созданию более инклюзивного и поддерживающего общества, где каждый человек, независимо от состояния здоровья, имеет возможность жить полноценной жизнью. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз 24.